хотя бы извинений просила. Она же даже извинений просит. Пострадавшая жена погибшего мужчины рассказывает, ее муж и дети, сын с дочерью, шли с прогулки. Из Парка Победы домой, живут недалеко. Шли на Зеленый. Свидетелей того, как Лада Калина вместо того, чтобы остановиться, стала наоборот разгоняться, было много. Подлетели они высоко, практически на уровне светофора, если не выше. После наезда Лада вылетела с дороги и врезалась в здание. Пострадавших госпитализировали. 56-летний мужчина скончался в больнице от полученных травм. Его 20-летняя дочь выписалась через 2 недели. Пострадал и сын, но о травмах он не распространялся. Не показывают, потому что как мужчина уж не показывал, а дочка лежала в больнице. Пострадала и сама автоледи. Говорит, сейчас ей требуется операция на глаз и исправлять переломы на лице. Уверяет, как произошла авария, не помнит. Права получила за 8 месяцев до происшествия. Но за рулем с тех пор сидела всего несколько раз. И то ездила с работы и домой, а живет недалеко. Фактически опыта вождения нет. Вину в аварии признают в полном объеме, но не согласна, что не просила ее простить. Я извинялась, я вам и даже после аварии 100 тысяч предлагала. Частично вам возместить, вы отказались. В отношении автоледи было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил движения», повлекшее по неосторожности смерть человека. Статья предусматривает до 5 лет лишения свободы. Наказание было запрошено в виде реального лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами. На последнем слове Елена Мухамедянова просила прощения. Рассказала, что у нее 2 детей, младшему 10. Говорила, что уже как могла пыталась вину загладить и что от гражданского иска в 1 000 000 рублей не отказывается. Я возместила в настоящее время сколько смогла, 100 тысяч рублей, сколько нашла. Прошу вас не лишать меня свободы. Я еще раз прошу прощения у близких погибшего. Я не хотела этого. Мне очень тоже тяжело на сердце, на душе. Я вам обещаю, я вам все выплачу. Ежемесячно буду выплачивать. В итоге суд признал Елену Мухамедянову виновной и приговорил ее к 2 годам лишения свободы. Условно, с 3 годами испытательного срока. Суд также лишил ее водительских прав на 2,5 года и удовлетворил гражданский иск, постановив выплатить пострадавшей еще 900 тысяч рублей. Диляра Исупова, Константин Бушуев, вызов 112.